Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В ходе второго дня рабочего визита в Абхазию делегация из Российской Федерации во главе с заместителем министра экономического развития Михаилом Бабичем посетила Ткуарчалский район и город Сухум. В Ткуарчале правительственная делегация оценила ход работ по строительству центральной районной больницы, которая возводится в рамках инвестпрограммы на 2017-2019 годы и является переходящим объектом. Строительство ЦРБ началось в 2017 году и должно было завершиться в ноябре 2019 года. Лимит по объекту составлял 258 миллионов рублей, но будет увеличен, так как в проекте не были предусмотрены забор, морг, здание столовой, прачечная, здание для размещения рентгеновского аппарата и лестничные перила. Как сообщила вице-премьер-министр экономики Абхазии Кристина Узган, вопросы увеличения лимита финансирования всех необходимых блоков уже проработаны. В настоящее время ожидается заключение экспертизы на дополнительный перечень мероприятий. При своевременном финансировании работы планируется закончить до конца текущего года. Затем делегация посетила Ткуарчалский государственный театр комедии имени Шараха Пачаля, который был восстановлен в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия в 2014 году. В Сухуме российская делегация ознакомилась с ходом реализации программы льготного кредитования среднего и крупного бизнеса в Абхазии. К данному моменту большинство проектов этой программы не завершены. Михаил Бабич посетил один из них, гостиничный комплекс «Сухумская ривьера», и на месте ознакомился с ситуацией. Также глава российской делегации посетил Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанбе и Государственный русский театр драмы имени Искандера, восстановленные за счет российской финансовой помощи в 2014 году. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 118 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 10 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 17 госпитализированных пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 234 человека. Из них 87 выздоровели. Если санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране будет оставаться стабильной, то новый учебный год начнется, как и положено, 1 сентября. Об этом сообщил министр просвещения и языковой политики Инал Габлия на пресс-конференции в Сухуме. Помимо журналистов, на встречу были приглашены преподаватели, учащиеся районных школ, а также представители Россотрудничества в Абхазии. Репортаж Сарии Кварацхелия. Главная тема пресс-конференции – подготовка к началу учебного года. Образовательная система чуть ли не во всех странах мира стоит перед выбором, когда и в каком режиме открывать школы или все же перейти к дистанционной форме обучения. Этот вопрос волнует и граждан Абхазии. По словам министра просвещения и языковой политики Инала Габлия, учебный процесс планируется начать с 1 сентября, если ситуация с пандемией будет благоприятной. Санитарно-эпидемиологическая служба республики направила в министерство предписания, соблюдение которых должны помочь избежать распространения COVID-19 в школах. На 100% мало школ выполнят эти требования, но есть такие даже есть. Врачи сделали свое дело, они прислали нам свои рекомендации, предписания. Наша задача по максимуму их выполнить. Где мы не можем выполнять, к этому готовиться, шаг за шагом к этой цели идти. Если нам важно здоровье нации, здоровье детей, здоровье педагогов и ваше личное здоровье, ваш здесь присутствующих. Если вы не хотите заболеть, попасть в больницу, ваша ответственность содействовать соблюдению этих мер, содействовать своих племянников, племянниц, детей, родителей. Мы должны все, как один фронт, соблюдать эти правила. На улице, в магазине, на работе, в школе, неважно где. Сейчас мы про школу говорим, но это касается всех, меня в том числе. Рекомендации СЭС состоят из 14 пунктов, главные из которых – установление возрастного ценза для учителей до 65 лет, разгрузка школ, в которых слишком много детей за счет перевода учащихся по месту жительства, уменьшение количества учеников в классах. Если заменить опытного учителя нет возможности, тогда он в обязательном порядке должен будет пользоваться всеми защитными средствами и мало контактировать с детьми. Пункт об отправке детей обучаться по месту жительства вызвал среди присутствующих неоднозначное мнение. Ведь очень многие работают и живут в городе, а прописаны в деревне.
Иналгабле еще раз подчеркнул, что несмотря на все сложности, нужно сохранить здоровье школьников. Он попросил учителей заблаговременно поговорить с родителями, чтобы они с пониманием отнеслись к проблеме и перевели детей в школы по месту жительства. А учеников, прибывших из Тхуарчала, волновал вопрос о возможном дистанционном обучении. Ведь не у всех есть возможность провести интернет, и у многих нет современной техники. Иналгабле отметил, что этот вопрос уже решается. Однако для этого необходимо прибегнуть к помощи общественности и благотворительных фондов. Здесь возникает еще одна немаловажная проблема. Не все учителя умеют пользоваться современной техникой. По мнению Иналгабле, в решении этого вопроса должна проявить инициативу молодежь и помочь старшему поколению освоить современные технологии. В любом случае, все предписания необходимо выполнить и найти для этого оптимальные варианты, заключил министр. Есть школы, где, конечно, все нормально. Врач должен сразу понять это, если здесь температура, например, проверить, сдать тест ребенку и отправить его в лечебное учреждение. Если он, соответственно, находился в какое-то время в классе, конечно, нужно будет соблюсти 14-дневный домашний карантин. На встрече также присутствовал и руководитель Россотрудничества Вадим Чеха, который сообщил, что в этом году 50 абитуриентов из Абхазии поступили в вузы России. Отборочная кампания проходила в онлайн-формате. Желающих учиться в Российской Федерации было 384 человека. Однако в тестировании приняли участие всего 118. Самыми популярными направлениями среди абитуриентов в этом году стали информатика, информационная безопасность, прикладная геология, а также сервис и туризм. В этом отношении хотелось бы отметить то, что в Абхазии абитуриенты, основная часть абитуриентов, в принципе, готовы к дистанционному обучению и обладают способностью, безусловно, высокой способностью и к информационным технологиям. В этом отношении отзывы, которые мы получили от Московского физико-технического института, от финансового университета, очень хорошо характеризуют наших абхазских кандидатов. Что, безусловно, следует поставить в заслугу и Министерству просвещения, и абхазскому сообществу в целом, и родителям выпускников школ, потому что в Абхазии традиционно мы наблюдаем фактически религиозное отношение к образованию. Многие хотят учиться, родители очень хотят, чтобы их дети учились, вкладываются в эту учебу детей, что мы регулярно видим. Вадим Чеха также добавил, что все студенты должны быть готовы к карантинному режиму и сдаче анализов на COVID-19. По окончании карантина на 10-12 день после прибытия сдать тест на коронавирус. Кроме того, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, действующему на данный конкретный момент времени, при въезде на территорию Российской Федерации нужно иметь справку, подтверждающую отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее, чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, и документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина. Завершая пресс-конференцию, министр просвещения и языковой политики Иналгабле отметил, что для полной готовности учреждений к учебному году необходимо, а также маски и перчатки. Министр также добавил, что придется воздержаться от массовых школьных мероприятий, которые планировались на 1 сентября. Сария Кварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Режим работы Ингур-ГЭС в период проведения ремонтных работ в деривационном тоннеле обсудили в таможенном управлении города Гал. В рабочем совещании приняли участие гендиректор Ингур-ГЭС, представители руководства Государственного таможенного комитета Абхазии, Черноморэнерго, СГБ, пограничного управления Минэкономики. Как сообщается на сайте ГТК, участники совещания обсудили технологическую схему взаимодействия в период проведения ремонтных работ. Как известно, на время проведения ремонтных работ в деривационном тоннеле планируется остановка работы всего энергетического комплекса. Государственный таможенный комитет со своей стороны выразил готовность оказать всестороннее содействие при перемещении через таможенную границу Абхазии товаров для нужд Ингур-ГЭС. С 1 августа в Абхазии начался курортный сезон, и одним из приоритетных направлений деятельности сотрудников МВД является обеспечение безопасности в городах и районах республики. Смотрите репортаж пресс-службы Министерства внутренних дел.
Искристое море, горячий берег. В Абхазии с 1 августа стартовал курортный сезон. И несмотря на то, что с его начала прошло чуть более 2 недель, уже тысячи туристов, любящих экологически чистый отдых, проводят здесь свой летний отпуск. В связи с тем, что Абхазия по-прежнему остается излюбленным местом отдыха для многих путешественников, одним из приоритетных направлений деятельности Министерства внутренних дел Абхазии в этот период становится обеспечение безопасности наших гостей и жителей республики. В связи с наступлением летне-курортного сезона, в соответствии с приказом министра внутренних дел, весь личный состав Министерства внутренних дел переведен на усиленный режим несения служб. Все туристические маршруты будут находиться на особом контроле. Места посещения туристов будут выставлены дополнительные пешие патрули для безопасности граждан, прибывающих на территории Республики Абхазия, а также для соблюдения охраны общественного порядка. В целях обеспечения безопасности проживания отдыхающих соответствующим службам участковых уполномоченных и уголовно-розыска дано поручение провести мониторинг мест размещения туристов. Управлению уголовного розыска, Управлению госавтоинспекции даны поручения усилить предупредительно-профилактическую работу по недопущению преступлений и правонарушений и незамедлительно реагировать на любые противоправные деяния. Сотрудникам УБЭП даны указания усилить контроль в сфере реализации продовольственных товаров, а также оказания услуг надлежащего качества. Обстановку в местах массового отдыха туристов и гостей республики контролируют пешие патрули, которые сформированы согласно плану и несут службу четко по графику. Главной задачей патрульных групп является предупреждение преступлений и неправомерных действий, обеспечение общественного порядка. Экипажи госавтоинспекции круглосуточно проводят профилактические мероприятия, обеспечивая безопасность всех участников дорожного движения. В Гагрском районе на сегодняшний день отдыхают как организованно прибывшие туристические группы, так и гости, разместившиеся в частном секторе. Очень много автотуристов, следующих в частном транспорте, далее в Гудаутский район, столицу и восточную часть страны. Поэтому большое внимание уделяем порядку на Гагрском участке трассы Псово-Ингур. Курортные зоны от Сандрича до Бзиби, массово посещаемые туристами места, экскурсионные маршруты взяты под контроль подразделению управления внутренних дел по Гагрскому району. Мы готовы оперативно реагировать на возможные жалобы и заявления граждан, прибывших на отдых. Сотрудники правоохранительных органов делают все возможное, чтобы обеспечить туристам солнечное настроение и приятные воспоминания об отпуске. Гудаутский район по-прежнему считается одним из популярных туристических зон республики. Достопримечательности только Нового Афона в сезон посещают десятки тысяч гостей, прибывших на время летнего отпуска в Абхазию. Также этот маршрут в обязательном порядке включают в свои предложения все туристические компании, как местные, так и иностранные. Милиция общественной безопасности обеспечивается охрана общественного порядка для предотвращения преступлений и административных нарушений в отношении граждан и в отношении отдыхающих, въезжающих на летний курортный сезон. Учитывая то, что Гудаутский район является популярным туристическим маршрутом, на нашей территории расположены Рицинский нацпарк, город Новый Афон, город Гудаута, частный сектор. Проводится патрулирование улиц, созданы маршруты, режим работы ежедневный. К Новоафонской пещере каждый день с отдыхающими поднимаются десятки экскурсионных автобусов и частных транспортных средств. Заглянуть в фантастические глубины древней пещеры старается как можно больше гостей республики. Исходя из практики, в отличие от популярных гостиниц и пансионатов, которые оборудованы системами безопасности, видеонаблюдения, так как поставлены на сигнальную систему Гудаутского отдела управления охраны собственности при МВД, зоной риска противоправных действий в отношении наших гостей остаются места так называемого дикого отдыха. Поэтому Министерство внутренних дел данному сектору уделило наиболее пристальное внимание, направив в места самостоятельного отдыха туристов автопатрульные группы. Особое внимание руководство МВД уделяет контролю за несением службы сотрудников милиции, добросовестным выполнением своих служебных обязанностей. Управлению собственной безопасности даны поручения строго контролировать исполнение приказа министра внутренних дел, в соответствии с которым сотрудникам госавтоинспекции запрещено останавливать автотранспортные средства отдыхающих без явных грубых нарушений правил дорожного движения. В случае выявления подобного рода фактов в отношении сотрудников правоохранительных органов принимать строгие меры дисциплинарного характера.
После прохождения зоны таможенного контроля сотрудники милиции вручают туристам памятку с номерами телефонов экстренных вызовов, контактов ответственных служб и телефонов доверия. Отдыхающим, прибывшим в нашу страну на частном автотранспорте, брошюры с важной информацией раздают на стационарных постах ГАИ. Памятки также распространены в сети туроператоров и интернет-приложениях. Каждому обратившемуся гражданину оказывается нужная консультация и при необходимости помощь. Повышение уровня безопасности туристов – одна из главных задач правоохранительных органов республики. Ведь, как известно, комфорт и безопасность – лучшая реклама для туристов во все времена. Дмитрий Маршаня избран председателем Сухумского городского собрания. Прежний председатель собрания Константин Пиля указом президента Аслана Бжаня от 21 июля был назначен исполняющим обязанности главы администрации Галского района. Выборы в местные органы власти должны состояться в ноябре текущего года. Депутаты Сухумского городского собрания избрали председателя на период, оставшийся до выборов. Дмитрий Маршаня был избран в городское собрание по избирательному округу номер 5. В Сухуми прошел финал конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии». 25 конкурсантов приняли участие в командных соревнованиях, а затем каждый представил свой план социально-экономического развития страны до 2025 года. Все подробности в репортаже наших корреспондентов. Долгожданный финал конкурса, за которым на протяжении полугода наблюдала вся страна. На финишной прямой 25 конкурсантов. Основная задача – презентовать проект, который, по их мнению, изменит страну. У каждого из этих молодых людей свое видение социально-экономического развития Абхазии. Элана Тария – преподаватель русского языка и литературы в Алахадзихской средней школе. Будущее своей страны она видит в развитии туризма и сферы услуг. Я рассматриваю в краткосрочной перспективе развитие, реорганизацию и идентифицирование таких объектов экскурсионных, как Кандыкский термальный источник и Приморский лечебный источник, а также реорганизацию экскурсионной государственной программы, то есть внесение в эту программу экскурсий, посвященные Искандеру, а также открытие дома-музея Искандера. А долгосрочная перспектива – это развитие Института гостеприимства в Абхазии на основе программы швейцарской школы. Каждый из проектов по-своему интересен и актуален. Вахтанг Губирия представляет проект интеграции Галского района в абхазское общество. Он предлагает создать для галцев адаптированную абхазскую языковую программу. В 2025 году Вахтанг видит свой район именно таким. Полноценная часть, полностью интегрированная в абхазское общество, это в первую очередь, где молодые перспективные ребята станут флагманом и будут развивать не только свой район, а также республику нашу, и где будут зарождаться многие креативные хорошие идеи. Оценивает участников конкурсная комиссия, в которую входят известные деятели культуры, науки и политики. Действительно конкурс, кто-то лоббирует чьи-то интересы, вы сами вообще увидят, и зрители увидят, какие яркие, прекрасные у нас ребята, мыслящие, которые имеют свое мнение, свое видение. Это свидетельствует о том потенциале, который имеем мы, и которым, наверное, не совсем эффективно мы распоряжаемся, к сожалению. Надеемся, что это будет использоваться в дальнейшем для тех, кто хочет видеть компетентных людей, которые знают, что делать, которые хотят что-то делать. Повлиять на итоги финала смогут также и зрители. На официальном сайте конкурса «Гордость Абхазии» пройдет онлайн-голосование. Оценка конкурсной комиссии будет весить 70%, 30% весит народное голосование, которое будет открыто уже сегодня в полночь на электронной платформе конкурса, и завершится оно 24 августа тоже в полночь. Любой желающий гражданин Республики Абхазия может проголосовать за понравившегося ему конкурсанта, указав свои паспортные данные. Один и тот же человек не может проголосовать несколько раз. По итогам рейтинга 25 августа будут объявлены имена 5 участников, набравших наибольшее количество баллов. Победители и финалисты войдут в состав кадрового резерва президента Абхазии. Также для победителей предусмотрены стажировки и программы повышения квалификации в России. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
Премьер-министр Александр Анква подписал распоряжение о переносе выходного дня в 2020 году. Выходной день 3 октября суббота переносится на 27 августа четверг. 3 октября 2020 года объявляется рабочим днем. Тем самым у жителей Абхазии будет в конце августа 5 выходных дней. 26 августа – день международного признания Республики Абхазия. 27 августа – нерабочий день. 28 августа – Нанхэ – день Успения Пресвятой Богородицы. 29 и 30 августа – суббота и воскресенье. В столице в районе Турбазы открылся новый продовольственный магазин «Золотой колос». Об ассортименте маркета, ценах, режиме работы и о том, чем новая торговая точка порадует покупателей, в репортаже Гугуцы Вардания. Еще задолго до открытия маркета у здания стали собираться покупатели. У входа их ждал красочно оформленный в национальном стиле столик с фруктами и сладостями в сочетании с цветами подсолнуха, символизирующими название магазина «Золотой колос». «Золотой колос» – это магазин, в котором можно приобрести продовольственные и хозяйственные товары, а также хлебобулочные изделия по доступным ценам. Понимая ситуацию сегодняшнюю нашего населения и даже тех людей, которые приезжают к нам на отдых, что сегмент все-таки тот, который не может позволить себе какую-то роскошь, мы постарались выйти просто сегодня на минимальные наценки. Я думаю, что вот уже покупатели зайдут, оценят. Мы живем по такому принципу, любим наших покупателей, ждем. И еще немаловажное, решение руководства было в такое тяжелое время и для республики, и вообще для всего мирового сообщества. Очень тяжелый экономический кризис идет по всему миру. Но мы внесли маленькую лепту, сделали цену социального хлеба без торговой наценки. Соответственно, на 2 рубля дешевле будет наш хлеб, пшеничный формовой и ржано-пшеничный хлеб. То есть мы уменьшили цену на 2 рубля. И еще немаловажный фактор, который мне хотелось бы подчеркнуть. Сегодня с открытием этого магазина 14 семей в Абхазии получили работу. Чтобы покупатель мог свободно ориентироваться в магазине, здесь предусмотрены разные отделы. В маркете можно найти разную продукцию, от бытовой химии до самых вкусных кондитерских изделий. Сразу же после открытия появились и первые покупатели, среди которых как туристы, так и местные жители. Как вам в магазине сегодня? Хорошо. Очень хорошо, все аккуратненько, вообще приятно. Вы здесь рядом живете? Я напротив. Будете приходить? Естественно. Хочу всех жителей Абхазии, жителей города Сухум поздравить с таким замечательным, красивым магазином, с открытием такого магазина. И также хочу поздравить владелицу, нашу подругу, бизнес-леди Нону Чантуря и пожелать, конечно же, процветания этому бизнесу. И нам, конечно же, очень приятно, что в городе появился очередной такой уютный магазинчик. Надеюсь, что магазин будет удивлять своих покупателей хорошим ассортиментом. Я поздравляю прежде всего Нону Чантуря и всю семью Ноны Чантуря с открытием этого магазина. Все мы знаем этого предпринимателя. Я депутат парламента от этого района и радостно, что в нашем районе, в нашем округе открывают такой магазин, который будет работать с 8 утра до 12 ночи. Для нас всех это радостное событие. Беслан и Нона, хозяева, это смелые люди, очень хорошие бизнесмены, не испугались вируса, не испугались никакой гадости и грязи, открыли, и дай бог им здоровья и процветания. К открытию «Золотого колоса» Нона Чантурия шла более 20 лет. В 2000 году она вместе со своей семьей открыла маленькую пекарню на улице Акиртава, которая радовала жителей столицы свежеиспеченным вкусным хлебом. Но вскоре люди стали приходить не только за хлебобулочными изделиями, но и интересоваться продовольственными товарами. Так и появилась идея открытия маркета. Я хочу пожелать всему абхазскому народу, и не только абхазскому, а всем людям на земле мира, спокойствия, благосостояния. Вот за последнее время мы поняли, что мы вообще все зависим друг от друга. Человек не может быть счастлив сам
по себе. Он не может быть только сам счастлив, поэтому хочется, чтобы все вокруг были счастливы, все друг друга мы любили. Хочу поблагодарить всю свою родню, всех своих близких, друзей, семью компаньона, которые рядом со мной стояли круглые сутки. За последние 2 месяца то, что я могла не спать, это понятное дело, но то, что со мной мои друзья, я не буду сейчас каждого поименно называть здесь, список получится очень большой. Вы все знаете, спасибо вам большое. Золотой колос расположен в городе Сухум по улице Акиртава, 24. Магазин работает без выходных с 8 утра до 12 часов ночи. Гугуца Вардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 24 августа состоится благотворительный матч между командами послов доброй воли Абхазии и Сухумского городского собрания. Все собранные средства пойдут на лечение подопечного культурно-благотворительного фонда «Ашана» 2-летнего Алана Квачаха с диагнозом ДЦП. Для прохождения лечения в Московском медицинском центре необходимо собрать сумму в 345 тысяч рублей. Благотворительный матч пройдет 24 августа в 19:00 на мини-поле у Совмина между командами послов доброй воли Абхазии и Сухумского городского собрания. Данный матч будет проведен при взаимодействии с Департаментом по делам молодежи и спорта администрации города Сухум. Послы доброй воли Абхазии намерены и далее поддерживать подопечных фонда «Ашан». С 24 по 26 августа в Сухуме состоятся несколько концертов, посвященных Дню международного признания независимости Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры. В их числе концерт 26 августа на набережной Махаджира, в котором примут участие абхазские эстрадные исполнители и российские певцы Юлия Чечерина и Александра Морозова. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем 23-28 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.